Не знаю, кто-то увидит меня, услышит или нет. Сейчас еще надо скинуть ссылочку в телеграм-канал. Бум-бум-бум. Бам-бам-бам. Надеюсь, все тут заработает. Давно не выходил прямой эфир. Да, тут я вижу. Тут я вижу. Мгм. Вроде работает. Вроде ничего так. Сейчас скину еще телеграм-канал. Ну, Мирон, как всегда, первый. Сейчас ссылочку еще в телегу скину. И все. Буду бла-бла-бла. Потому что у меня были вопросы. Когда будет стрим? Стрим. 3 месяца назад, наверное, я выходил прямо эфир. Уже 3 месяца прошло. Думаю, можно и поговорить. Чисто включился, может, у кого какие вопросы будут. Так что задавайте, пишите, комментируйте. Хотя бы до 8 часов поболтаю. Потом 8 часов фильм будет на НТВ смотреть. Ну, если здесь разговор тоже будет, если зритель будет смотреть прямой эфир, можно посидеть вот подольше. Так, ну вот, вообще, Мирон, привет большой. Так, Олег, добрый вечер. Алекс, привет. Я чаек налил, отужинал. И чай еще вот попью. Люблю чай пить. Я не знаю, я на НТВ, знаете, вот эти сериалы, можно сказать, вообще по телевизору не смотрел, и поэтому вот я не смотрел. Невский, вот до этого я смотрел, потом уже как бы Невский на другом канале шел, может даже идет еще. Но вот этот канал, этот сериал увидел, мне понравилось, и вот начал смотреть. Нашел Туланчика. Ну, нашел, можно сказать. В следующих сериях посмотрите, увидите. Все как было. Это сегодня выложил фильм. Это только понял, что собаки нету. А дальше уже будут поиски. Ну, 4 серии получилось там. Смотрите потом. Нет, не Скорткоросса. С Корткоросского района. Корткоросс от нас 120 километров. Райцентр. Если взять вот наше село, где я живу, и Корткорос ближе к Сыктывкару, и там условия проживания, конечно же, намного лучше. А, Во-первых, есть больница, во-вторых, есть много магазинов, уже, можно сказать, даже 3 аптеки больших, 3 аптеки. Недалеко от Сыктывкара, там, если что понадобится, там съездить. И для жилья, скажем, вот если человек хочет построить свой дом где-то в глубинке, условия, скажу вам, не очень. А в Карткороссе, в райцентре, то там уже, конечно, уже лучшие условия. Да и газ, наверное, еще даже провели туда. Так, Андрей, привет. Ваулин.
Так. Троицко-Печорска. Понял. Ну, пушные зверьки. Сегодня вот одну шкуру сдал. Там на втором канале «Будни Олега» называется. Я показал, ну, не, в принципе, показал шкуру. Вот что я добывал, вам осенью показывал. Это в начале ноября было дело. Вот эту шкуру я сейчас сдал. Сдал за 5000 взяли. Но мне вот лично пишут сообщение, сегодня даже подписчик отправил, что в других регионах где-то 6100 принимают куницу. Ну, знаете, вот у нас выбора нету. Скажем, приедет закупщик и назначает цены там, но уже за 6000 вряд ли возьмет. Еще Сыктывкария тоже вот принимают. Ну, там туда надо ехать. А здесь не надо ехать. Приехали, сдал и все. Ну и про 5000 я вообще доволен этим. Вот. Конечно, если 6 или 7 или 10. Ну, Соболь там мне уже писали, что 11 тысяч стоит. Он всегда как-то подороже куницы почему-то. Такс. А еще вот, как сказать, насчет куницы. В этом году, ну, по количеству в тайге не очень много. Вот. Скажем, мне сейчас капканы стоят, но я еще не проверял. Сейчас сходить и в лес тоже. Во-первых, снег не держит, буран тяжело едет, и на лыжах тяжело ходить. Не стараюсь в такую погоду выходить. С кем бы я не общался, с охотниками, все говорят, и из других районах тоже. Но, между прочим, в одном районе, а, даже недалеко от нас, там, говорит, следы появились. Вот. Так что будем надеяться, может и будут. Так. Так, Василий, привет большой. Привет тебе из Кирова. Привет, Василий. Рад видеть вас. Давненько с тем не был. 3 месяца. Вот время летит. Вот честно слово, вот на календарь посмотришь. Вот вчера еще отмечали Новый год. Сегодня уже, блин, 15 число. И вот так время летит, летит, летит. И я не знаю, быстро очень. 3 месяца прошло. Так. Так, Андрей. Так, Мирон пишет Андрею. Ну, 1000 рублей пришел от Василия, наверное, как я понял. Боюсь потерять вот это все, конечно. Да вот так. С телефона. Василий Викторович, спасибо за донат. Большое-большое огромное спасибо за поддержку. Так. Так, говорит, привет. Любовь, привет. Так. Так. Лайк, подписка, колокольчик. Умник нашелся, Андрей Литвинов. Это малолетка, наверное, Мирон. Это малолетки. Нормальные, взрослые люди. Такое не будут писать. Это детсад, там, школьники. Или обиженные. Я не знаю, кто это может быть. Ну, пусть пишут. Будут много писать, буду банить, конечно же, таких. Так. Евген, привет. Как у вас с морозами? Ну, в этом году нормально морозило уже достаточно. Сейчас пока пару дней нормально, 15 градусов будет. Дмитрий Пожидаев, привет большой тоже. Простой человек, привет из Пожига, Усть-Куломского района. Привет, простой человек. Евген.
Так, Олег, привет. Не рассматривал вариатор замены двигателя на Буран на Ланчин 30. Нет, нет, Евген. Ни в коем разе мне он не нужен, этот Ланчин 30. И если придет время, рано или поздно, конечно же, придет время поменять двигатель или еще что-то там отремонтировать, от этого не убежишь. Но если время придет менять двигатель, то поменяю на 20-ку. 22. Лифан 22. Для моих походов, хватит. Хватит, ребят. Лончин 30, он как бы резвее, мощнее. Ну и, скажу вам, тоже есть в нем минусы. Я насмотрелся уже, как наши возились с этими лончинами, 30-ками. Постоянно что-то случалось, то свеча горит, то в каркер бензин идет бесконечно, то еще что-то там вообще переделывают, доделывают, что-то там. Но если есть руки и голова, а вот я не люблю этим заниматься, верьте, вот не люблю. Если я возьмусь, я сделаю, у меня вот, видите, в моих фильмах «Будни Олега» я постоянно что-то показываю, что-то там, если есть как сказать, что-то, что мне надо отремонтировать, я обязательно отремонтирую. Если сам не сделаю, я попрошу кого-то и сделаем. Я не люблю, когда у меня техника не отремонтирована стоит. Нет. И вот этот ланчейн, ребят, вот видишь, там этот, как сказать, хвалят там. Но вот честные отзывы я не вижу. Я просто, я не знаю, или стесняются, или же хрен пойми что. Я говорю из своих примеров. У нас с ланчинами 5, примерно 5-6 двигателей, и все возились, будь здоровы. Лифан даже меньше капризнее, чем ланчин. Но за всех отвечать не стану, ребят. Вот что вам хочется, то и покупайте. То и ставьте, и ездите. И без этот, как сказать, без проблем. Но мне этот вес не нравится. И ланчин большой, огромный двигатель. И 30-ка я имею в виду. Нет, не для меня. Пока я так размышляю, а потом жизнь покажет. Если уж ланчин поставил, то уже ты больше груза таскаешь, и по целине, может, там он легче чуть-чуть пойдет, чем 22. Но есть пример тоже 22, как пашет, и я вот смотрю, насмотрелся одного из, наверное, Ненецкого округа, там, блин, по фару там снег, и он едет, пыхтит, но едет. И бензин вот рассказывает, показывает, и он потратил, по цене поехал, и полбака потратил. Говорит, если я на родном двигателе такое расстояние, у меня, говорит, уже там 3 бака ушло бензина. Бензин вообще мало жрет. Так что, ну, по ланчину вот такой вот. Так. Так, ну я смотрю, многие вот спрашивают насчет Тулана, и они не в курсе. Они не подписаны на мой телеграм-канал, во-первых. И во-вторых, да, и на будни Олега тоже не подписаны вы. Если вы подписаны, то вы уже в курсе всех событий. Но тоже вот, если я буду рассказывать, то интрига пропадет, и вам даже не будет интересно смотреть. Вот тоже время, вот так вот получается в жизни. А если вот, скажем, я не буду вам показывать, рассказывать, что происходило, вот где Тулан, ищу или нашел или нет, так еще интереснее было бы. Понятное дело, многие уже знают, где у меня Тулан. Но все равно, вот поверьте, вот 2 серии посмотрели, собака у меня потерялась. Еще 2 серии будет, интересные серии. Как я буду искать? Вот поверьте, вот будет интересно.
поиске собаки, там, как я искал, ходил по следам, там, разбирался, и посмотрите там, интересно будет. Так, Щелья Юра. Алексей, привет большой. Так, Ренат, привет тоже. Щелья Юра, Евгений Автоген. Так, привет из Беларуси. Удачи каналу, всех праздником. Спасибо большое, Толя. Так, Реко Маке. Так, приветствует. Кстати, сейчас есть одноцилиндровый Лифан 30. Не знаю, как он в деле, конечно. Не знаю, Евгений. Я в этом деле не могу сказать. Я могу сказать про наш российский двигатель, которым я пользуюсь. То, что я вижу с лончинами, тоже вот озвучиваю. Есть у нас и двигателя, и 18 лошадей ездит Буран. Есть и 20, и 22 поставили. Там на длинный Буран 22. Тоже я говорю, вот длинный Буран поставил 22. И ну, как говорю, у вас едет, говорит, но небо и земля с родным двигателем. Вот, такая разница, вот это честно говорю. Но по экономии тоже большой плюс. А топливо сейчас, сам понимаете, 60 рублей литр. Сегодня еще комментарий прочитал. Говорит, Олег, ты, наверное, олигарх, говорит, заправлять такой бензин, так Буран ездить там. Какой олигарх? Но приходится, заправляешь, ездишь. Вот если технику имеешь такую, я знаю, что как бы жрет. Там еще написал один человек, я, говорю, по целине езжу, 110 километров хватает на этот бак бензин. Да никогда я в это не поверю, не поверю, чтобы по целине ехать и 110 километров проехал снегоход Буран, родной двигатель, но это, я не знаю, меньше четырехтактного есть. Да ты когда по целине едешь, он Буран, такая нагрузка для Бурана. Он буксует, едет, прет, толкает снег. И, ай, нет, не все честные там, пиздеж. Так, привет из Сыктывкара. Сыктывкара. Илья, привет. Бороду не отпустишь. Ну, я не знаю. Мне он не нужен. Привет из Пермского края, привет. Привет из Литвы. Спасибо за фильм. Удачного здоровья всей семье. Спасибо вам большое. Так, привет, говорят, привет, так, привет, Олег. От Антона из Германии, рад видеть, слышать. Привет, Антон, я изредка тоже твои фильмы смотрю, когда ты кошку гладишь там, тепленький. Все, я в курсе всех событий даже. Так, раз улыбаешься, значит жив, ладно. Так, говорит, привет, Галина, привет, Илья, привет из Сыктывкара. Так, привет из Краснодарска, Наталья, большой привет. Сегодня, между прочим, 92 зрителя. Рад видеть вас. Но дела у меня в Ютубе вообще на спад ушел и вообще хреново. Все хреново, но и хрен с ним. Ничего страшного. Сейчас у меня где-то видео выкладываю, у меня 80 с лишним тысяч подписчиков и 3000 просмотров. Вот так и живем. Так. Нинатров. Нинатров говорит привет. Седат Уланжи, значит, спим спокойно. Привет, или как собачка, нормально. Так, говорит, привет, там человек, служил в Коми края с середины 90-х. Строчка по ТВ показывает новости из Коми языке. Сейчас такое есть. ТВ показывает новости на Коми языке. Есть каналы, но не каналы, а передачи на Коми языке. Да, по утрам даже идет. Но Коми, конечно, тоже. Был у нас Коми газета, звезда так называемая. Ну вот, все было по Коми. Сейчас все начали по-русски писать. Ай. Давят Коми изо всех сторон там тоже.
Привет из Хма, Тулан нашелся, спрашивают. Вот, посмотрите остальные серии. Так, Палыч, привет. Привет из Сыктывкара. Олег, не знаешь, Королев Иван жив или нет? Вместе в армии служил. Королев Ваня. Ой, блин. Ну, Королев немного у нас. Иван. Коля знаю. Интересно, сколько лет ему, Королев Иван? Не могу сказать. На днях у нас в Баварии, город Нюрнберг, живу около леса, наблюдал в 3 часа ночи, как две куницы бегали по дереву. Оказывается, сейчас у них брачный период, они очень сильно кричат. У вас также. Я не знаю, вот какое время у них брачный период, если честно. Но вот к весне, когда уже наст хороший, вот прямо они по несколько штук тоже тропят, бегают. А, ну, потом они как белки тоже играют, знаешь. И я попадал тоже, по несколько куниц видел. Всякое бывало. В одном месте, в одном очень там тоже в фильме показывал. Одного добыли с туланом, он залаял, одного добыл. Прошел буквально там с полкилометра, на второй также еще одного добыл. И вот это, наверное, как-то тоже не крупные были. Или одна семья, или миграция какая-то была. Вот попали там сразу две. Привет, Олег. Так, привет. Измарел, Евгений, привет. Тоже сейчас восстанавливаю. Буран Каратыш с родным мотором. Достался сильно ушатан. Глаза боятся, руки делают. Кое-как комменты и у вас подсмотрел. Так. Если двигатель вообще негодный, поставьте Лифан 22. Не пожалеете. Лифан 22. Так. Так. Тут сообщение отправлено на проверку. Но это гадость, значит, не буду даже открывать. Так, кому сегодня Так, коми сегодня погремело на всю Россию. Сыктывкара взорвался учебный центр. Есть потерпевший. Ага, я тоже слышал это. Так, привет с Костромы, Костромской области. Так. У куницы ложные гоны есть. Я это тоже слышал. Олег, привет из Молдовы. Смотрим твои фильмы. Спасибо, Вячеслав. Так. Давайте открою вот это последнее сообщение. Что там? Привет, почем у вас листы принимают ли, как сказать, вот спрашивает. Так. Насчет лист, я не знаю, может 500 рублей он. Принимают, но они совсем дешевые. И в каком-то районе вроде, в районе или в регионе, там даже вроде как не буду сочинять, что-то я забыл. Но отстрел чего-то там было. Слышал что-то и вообще из головы что-то у меня улетело. Так, Сысоцкий район, смотри, Василий, привет. Я уже в Телеграм ссылку оставил, думал, там больше увидит меня. Не всем уведомление идет. Привет с Польши, привет, Сергей. Так, Олег, привет. Лайк сразу, спасибо. Николас. Эдуард. Олег, никогда не рассказывай про своих родителей, где живут, живы или нет. Ну, это уже мое дело, что, как рассказывать. Ну, знаете, вот я тоже много цитат там смотрю, читаю, и там тоже то не рассказывай, то не показывай, и чего только не пишут.
У нас лиса стоит от 500 до 800 рублей. Мгм. Так, Сергей, привет. Любовь Мокшина. Олег, добрый вечер. Привет, Любовь. 101 человек. Спасибо вам, что есть. Подписывайтесь на мои другие каналы. Все под каждым видео там ссылку оставляю всегда. На канале есть под каждым видео. Там Telegram канал, Рутуб сейчас тоже начал более-менее развивать. Потому что что-то в Ютубе дело не так себе. И поэтому в Рутубе, может, придется вам смотреть дальше. Так, Олег, привет с Кемеровской области. Смотрим тебя всегда. Спасибо, Олег. Только закончил смотреть очередную серию о пропаже Тулана. Смотрю, а тут стрим. Понял. Олег неправильно прочитал сообщение. Так. Что-то там. Так, Олег никогда не рассказывал. Не рассказываешь. Ну. Да, извиняюсь, Эдуард. Неправильно, действительно. Невнимательно я читал. Да, да, это правда. Как бы не хочу. Вот именно если посмотреть на этот вопрос, никогда. Действительно никогда. Ну, не хочется, и все. Это да. Неправильно я прочитал. А вот почему вот лисы так вот дешево принимают, не понимаю. Почему китайцам не надо вот этот лисья шкура? Им куницу подавай. А из лисьей шкуры что тоже можно сделать? Воротники, шапки, не только вот это. Олег, мы с нуля восстанавливали Буран, Лифан 22. Да, самый, как бы, у дяди Феди, если честно все там у них, то они все проверяют. Но в то же время двойная цена получается. Если, скажем, с Озона купить двигатель, у вас выйдет где-то 35 тысяч. Ну, туда поставил там вариатор, и также будете ездить. У дяди Феди, как говорят, там все, вариатор, там грузики проверяют, там двигатель проверяют, тыры-пыры. Я не знаю, почему вот это все проверять. Лучше, думаю, все равно не будет ездить. И вот я вот на Буран поставил вариатор, Сафари тоже. Я ничего не проверял. Взял, поставил, езжу. Я особо не вижу, что вот где-то там какие-то неполадки или я не знаю. Что там новым проверять, что там доделывать. Если придет время, может быть, я сам у дяди Феди и куплю. Вот это все готовое уже, не надо заморачиваться. Взял, там, поставил и собрал и поехал. Вот. Один плюс в этом есть. Все уже готово, там ты поставил и поехал. Все. Олег Комы до Карелии. Я не знаю, ребят, вот вы откройте Яндекс и там на карте посмотрите, и проблем не будет. Так, я вот тоже скрытый комментарий был. Здравствуй, хотел Зульфар. Спрашивает Олег. Здравствуй, Олег. Хотел спросить, у вас ком и соболь есть и сколько? Нет, у нас нету соболя. Куница есть.
Так. Нет такого языка комьяцкого. Есть ком-язык. Привет, Олег, как здоровье? Как здоровье давно не видел. Тут. Нормально. Но сейчас болел. Сейчас болел, жестко болел тоже. Обычно я после болезни на будни Олега там озвучиваю, что почем там как. А сейчас ничего не рассказывал. Но с 7 числа вот заболел я. И вот первые дни более-менее вчерашнего дня вот более человеком начал себя чувствовать. Но капец, так крутила меня она. И этот, я не знаю, что за ОРЗ, или грипп был, или коронавирус, хрен пойми, что она. Ломота. Все тело ломила она. Температуры не было. Представляете? И начал ингаверин потом пить. И ингаверин начал пить антивирусный вот этот. Или противовирусный. И у меня вот 37,7 поднялось. Один день только был и все. Без температуры. Ну, особо не было этого, как сказать, горло так не болело, ничего. Вот такие симптомы странные. Вот. Раньше там болеешь, так болеешь. Ты холодун, дубак, мерзнешь, и температура, бля, зашкаливает. Ну, тоже и у многих, конечно, температура. У нас многие болели сейчас и болеют. Этот вирус сейчас идет через наше село капитально. Я вот тоже жестко сейчас болел. Ну, ничего не поделаешь. В ноябре переболел. Ноябрь, декабрь, январь. Несколько месяцев прошло и снова. Ай, лучше не вспоминать. Ну нафиг. Так, привет из Кирова. Привет, Иванс. Олег, почему? Так, потому что в лесах лист до хрена. Ну, хватает. Но, знаете, вот я сейчас, когда был на второй избе, лишних следов особо и не было. Но они в основном сейчас возле села крутятся недалеко. Здесь более-менее, если есть желание ловить их, можно здесь возле села и хоть капканом, хоть чем там. Андатру, я не знаю, принимают, наверное, но у нас андатры нету. Было много, очень много их. До хрена. Разом все исчезло. Как зайцы исчезли, так же и андатра. Давно уже не видел их. Алексей спрашивает, сколько шкур сдал. Один, а пока один. Так, Урал, сафари на Альпину. Я вот поменял и не жалею. Альпина дольше схватывает, но если там медленнее там трогаться. Аре резвее. Если скорость любите, ты чуть нажал и уже убегает этот буран. По целине едет нормально. Вот я вот по целине сейчас ехал, средние обороты ставишь, и он идет хорошо. Полный газ зарывается. А средний газ прям четко идет. Тише, чем Альпина. Намного тише, не гремит ничего. Так что, если у вас старая Альпина, уже поменяете, и, думаю, нормально. Сафари хороший, сам по себе хороший вариатор Сафари. Так, так, буду знать, что... Так. Ставь лайк Олегу, но это заслуживает. Нужно так. Олег, здравствуй, привет из Кирова. Скажи, где твой друг Сергей? Не знаю, дома? Так, привет. Премиум. Значит, лисиц размножи, если нет зайца виандатры. Нет,
Не от лисы это. Всех не перережут эти лисы. Раньше тоже лис хватало, зайца хватало, андатр хватало, все хватало. Не от лисы все это пропало, ребят, поверьте. Лисы тут ни при чем, охотники тут ни при чем. Здесь что-то вот такое творится, и почему-то лисы, ой, зайцы не могут размножаться. Не знаю почему. Не выдерживает что-то заяц. То же самое, как крысы у нас нету. Вот не веря, крыс говорит, нету у нас крыс. Также и зайцы, вот чего-то вот на них влияет, начало влиять. Раньше не было этого, сейчас влияет. Так, я около стражи хожу по лесам, пейзаж снимаю, следов зайцев и лис полно. Верю, потому что мне с Усть-Курломского района, с соседнего района такое писали тоже. Так, если еще дальше в сторону Кирова поедете, там куча этих косачей, глухарей, лосей, кабанов, чего у нас нету. Приходите в наши леса, поохотиться там, посмотрим, сколько вы будете там птицу или кабана или еще кого-то. Нету. Есть минимум, меньше минимума. Весной подтянутся, больше будет. Как и прошлую осень я вам показывал. Всю осень показывал охоту. Но не видят некоторые почему-то, где охота, где добыча. И еще начали там писать, почему там, как сказать, не приближаю, там еще что-то там. Не буду я приближать, потому что у меня времени на это нету. Есть каналы, где вот приближают, показывают все это, потому что у них есть шанс больше для добычи. Скажем, они в день видят 10 глухарей. Почему бы не приблизить, не стрелять так? Я глухаря 2 года, ребят, 2 года искал глухаря. Прошел, блядь, несколько сотен километров пешком, чтобы вот добыть этого глухаря. 2 года шел к этому глухарю. Шанс был буквально там минута. Он уже, все, думаю, сейчас летит, уже он меня заметил, уже развернулся, думаю, сейчас он взлетит. А вот вы попробуйте, еще один шанс у вас добыть глухаря за 2 года. Еще поставить штатив, приблизить, там двигаться, все это дело сделать, и глухарь улетит. И останетесь вы с хреном, блин. А если есть, конечно, как раньше у нас было, я стрелял там с одного места по несколько глухарей, они не взлетали, не улетали там. Или за день там я по 7 штук видел там. Почему бы и не заснять там, штатив поставить, приблизить. Я знаю, что из этих 7 я все равно одного там удастся все равно добыть. Там. Сейчас пока этого нет у меня, понимаете? И зритель становится каждым годом все капризнее. Вот ты начнешь снимать на хорошую камеру, им все равно что-то не то. Вот надо еще приблизить, там, еще на блюдечке им подносить, там, еще. Но все равно у меня на каналах ничего не меняется. Как бы я ни старался, и как минимум просмотры были, так и есть. Хотя всю осень я показывал охоту, ходовой охоты много было, и сколько там рябчиков настрелял, там показывал, там. Ну, есть зрители, которые вот это все не видят, к сожалению. Так, где я остановился? Так, Коми, привет. Олег, привет из Сыктывкара, Павел пишет. Так, может, повторяюсь уже или где-то что-то пропустил. Олег, привет. Патриот. Звери идет на хорошую кормовую базу. Ой, блин, куда я нажал? Я кормовую базу. Да, почему идет? Южнее теплее.
южнее меньше снега. Вот если взять Киров, здесь у нас кабан уже утонет в нашем снегу. Раньше на березах очень много было косачей. Но, ребят, березы были с почками, вот длинные почки, которые, тоненькие, длинные почки, сантиметров 2-3 бывает. Вот этим питается косач. Сейчас на березах такого нету. Обычные почки, маленькие почки есть, но вот это серга, не серга, а вот тоненькие, длинные. И вот ты смотришь на березах, она если есть, то будет. Вот прошлую осень я увидел шишки, много шишек на елках. Я так и сказал, что птица будет. Черемых много было, птица будет. Вот и был. А когда нету кормовой базы на березах, птица он ищет. Он уже начинает искать с сентября месяца. Летают уже, стаи собираются в одном месте, там смотришь, они уже улетели на другие места. И так переход делают, у них так программа в голове поставлена, они ищут и летают, мигрируют. Вот. Будем ждать следующую осень, посмотрим, как будет. Не снежный человек. Блядь, это бесит прямо это слово. Снежный человек. Откуда он, этот вымышленный персонаж, снежный? Это Миша Смирнов у нас там немножко там, я не знаю, с этим помешан, этим снежными человеками. Блядь, у нас сейчас такие возможности найти на, как сказать, я не знаю, микроскопическом маленьком штучке, еще штуку какую-то. С космоса там все рассматривает, а там 3-метровый мужик, снежный человек, ходит по лесу, и никто не видит его. Нигде он не тропит, следов нету, но он есть. Дурдом. Эти вопросы мне не задавайте. Так. Привет, как переводится на язык? Как дела? Я не переводчик, посмотрите в Яндексе. Передай привет так, Сане Лостику. Привет Сане Лостику. Сане Лостику привет большой. Так, как Касик. Чолем Дона Йорт, став бурсатенет, куджи сене в Сергей. Так, спрашивает Сергея. Нормально с ним, все хорошо. Здоров, жив, здоров, на пенсии. Рыбу ловит. Верно, все хотят контент, не понимают, что как. Да, некоторые уже не знают, что хотят. Ух. А мы-то снимаем как можем. Понимаете? Но я озвучил там, как есть, как думаю. Так, когда служил, местные с пионерки стреляли глухарей. Раньше было, да, пионерки, узкоколейки, птиц много было. Так, Евген, привет, передает. Да, Олег, правильно говоришь, что зритель народ очень капризный. Раньше не было такого, сейчас, да, я вижу это. Вот в Телеграме тоже беда какая-то, блин. Вот зрители, вот я уже начал сейчас снимать на самом минимальном разрешении. В худшее качестве видео на Телеграме. Даже я сегодня и забыл там переключить и на такое вот худшем качестве записал видео на втором канале. Хуже уже некуда мне снимать. Но вот я когда выкладываю в Телеграм-канал, у них что-то там тормозит, не видят. Ну, как сказать, не загружается. Хуже я записывать видео не могу. Там Телеграм в других регионах
связь плохая, и вот мне пишут, что ну, как сказать, не загружается. Но я не в моих силах больше чем-то вам помочь. Как бы я уже снимаю как могу, там, в худшем качестве. Но в то же время в "Ютубе", скажем, если я выложу, ну, плохими качествами, будут писать там: "Поменяй камеру", там еще что-то. Ну, у нас размножилась последние годы Якутия Восточная. Насчет зайцев, наверно, размножение идет. Здравствуйте. Так, Марсель, привет. Мой вопрос пропустил. Пишите еще, если где что пропустил, пишите еще. Так, говори. Так, какой-то 4021. Привет тебе. Олег, когда в Сыктывкар поедешь, очень нравится видео, как вы в городе ездите, хоть сам так, этим же улицам езжу, но все равно интересно. Леронд. Сейчас реже стал ездить в Сыктывкар. Прошлую поездку не снимал. Ну, может, в этом месяце, если получится, съезжу. Не знаю, поснимаю, нет. Но я вас понимаю, что, как сказать, смотрите. Я ради этого, я там озвучиваю, я говорю, снимаю, может, кто-то свою машину узнает, кто-то знакомого, там еще дом или еще что там. Так что время от времени все равно в Сыктывкар буду снимать. Так, Олег, кстати, у меня сегодня получилось скачать и установить приложение, о котором вы писали лично. Все понял. Отлично. Так, Олег, здорово. Ваши каналы. Передай привет Толику и Ивану с Деревянска. Толик, Иван, привет большой вам с Деревянска. Анатолий Попов. Так, Олег, привет, ребята. Расскажи, как пьяный бегал по деревне и с кузнецом заигрывал. Пьяный в деревне и кузнецом. Не знаю. Так. Когда потрошил глухаря, желудок забит хвоей. Глухарь осенью кормится в основном ягодами. И еще любит он траву, такую вот, как с палец толщиной ест. И в основном уже осенью он начинает, как сказать, иголка от сосны. Это уже круглогодичная кормовая база, сосновые иголки. Это всегда там есть перемешку. Так, в этом году кировской снега хватает, боровой в прошлом году у нас стало заметно меньше, а вот зайцев, кабанов хватает. Понятно. Так, боровой в прошлом году у нас стало заметно меньше. Мгм. Понял, Василий. Олег, а ты знаешь, что такое... Так, блин. Олег, ты знаешь, что такое искусственный интеллект или чат ГПТ? Если да, то ты думаешь по этому поводу, хорошо это или нет? Искусственный интеллект вообще бесит меня, ребят. Сейчас уже все. Сейчас вот мне в Телеграме вот, отправляют мне большие ролики тоже, как лиса там тащит, корыто там. Но это, понятное дело, вот этот искусственный интеллект. Это все искусственно сделанные фильмы. И скоро вы даже не будете различать настоящее от искусственного. Это дело времени. Еще годик, и все. Там как будто настоящий человек будет разговаривать, и еще сделают клон Олега, и там будут фильмы снимать, хрен пойми. Это уже дело к этому идет, ребят.
Неправильно это. Мне не интересно это. Я просто перестаю различать, что такое настоящее и что такое искусственное. Все искусственное, и еда искусственная, и, я не знаю, людей, наверное, искусственное тоже будут делать. А ГПТ это я не знаю. Конечно, так, знаете, чат ГПТ Олегу у нас один из первых блогеров-охотников в СНГ. 12 лет, получается, я занимаюсь блогерством. У нас зайцы почти пропали. Ярослав Павел. Так, Исаков Роман. Добрый вечер, Олег, смотри. Все норм. Так, как там Сыктывкар? 2 месяца последних отслужил. Там 90-е и срочник. Привет из Ленинграда. Сыктывкар нормально. Войсковая, военная часть, то есть военная часть, как был, там и стоит. Олег, у вас есть ли в культуре типа дух охоты баяна? Нет, раньше было, сейчас нет. Сейчас кто как верит, чему верит. У нас в Кировской области очень много зайцев. Сегодня ходил в лес, один зайчьи следы. Это хорошо, если есть. Вообще здорово. Зайцы это интересная штука, конечно. Зайцы раньше тоже вот и петли ставили, охотились, и через дом гончие собаки были, там добывали, буквально там за речи идешь и слышно с утра, как собака лает, и добывали, стреляли без проблем. Так, Олег, тебе привет от лесного духа Алексей. Лесной дух Алексей. Это канал, наверное? Вроде бы или нет там. Олег, привет, смотрю твои ролики. Спасибо, Иван. Так, привет, земляк. Давно тебя не слышал и не видел. Ты когда... Нихуя себе. Ой, блядь. Да. Не ГПТ, а GPT. GPT. Ну, я не знаю, я вот во всем этом GPT. Ну да, GPT есть. Не очень. Можешь ли рассказать какой-нибудь традиции перед охотой? Нет, не могу. Чтобы вот как в Якутии там, вот я тоже якутские передачи смотрел. И вот этот, как он называли? Баянай, да. Там на деревья вешали ленту там, и, как сказать, духу этому что-то там оставляли из еды, духу воды там оставляли, духу огня там. Все это, этого у нас нету. Лично у нас в нашем селе. Я про другие села уже я ничего не могу говорить. Другие районы не могу сказать. Может, там и кому-то и молятся, и что-то преподносят, там, может быть, но не у нас. Или я не знаю чего-то. Обряд, да. Привет, кому-добытчику. Так, привет. Привет, Олег из Печоры. Привет, Моторс. Так. Так, спрашивают, почему рябчиков не бьют дробью? Так. Рябчиков, но уже много раз уже насчет этого говорил. Не люблю лишний шум. Когда стреляешь из мелкашки, звук, и когда стреляешь из гладкого, есть большая разница. Я люблю стрелять из мелкашки. Гладкий ствол, он
комбинашка, он универсальное оружие, гладкий ствол, он хорош. Скажем, если я вдруг в лед придется стрелять, я могу из пули я могу там зверя там стрелять, из лунок, из утку там. Гладкий ствол, он рабочий. А чтобы в рябчика стрелять, нет, я лучше из оптического прицела. Мне так интереснее, мне так удобнее. Так, Олег, когда вы начали заниматься охотой, в каком возрасте сам всему учился или отец учил? Конечно же, я все это взял с примера у деда. С малого возраста он меня брал в лес, научил стрелять, учил там делать ловушки всяко разные, ставить ловушки, там по следам разбираться, что как, правильно одеться, там техникой, лодочными моторами там пользоваться, топором, как правильно пользоваться, бензопилой. Все это я взял у деда. Я не читал умные книжки, не было интернета. Я вообще читать не люблю. Все это я взял пример. Мне дед хороший пример давал, я это все у него взял, и он у меня есть. Что я умею, это все от деда перешло. Так. Ведь дробью более эффективно. Ну, может быть. Раньше у меня нарезного не было, я только дробью и охотился. А потом в севере я купил оружие, и мне это дробовик вообще, он что есть, что нету. Лишний груз только. Но и тоже как бы для безопасности он нужен. С пули там, чтобы, если что. Так, Олег, привет с Костаная. У нас сильный мороз, 35 с ветром. Вот ветер, это, Степан, ой, нехорошо. У тебя телеграм ТГ мужик видос выкладывал вчера, что снял Йети на камеру видео, что думаешь об этом? А это Смирнов. Это недалеко живет от нас в соседнем районе. Я не думаю об этом ничего. Это бред. Я говорю, уже, я не знаю. Он говорит, что видел, он говорит, что чувствует его. Ну пусть говорит, это его дело. Мне это не интересно. Что там чувствовать, что там видел, или там снимают, мельком идет и все. Что, он невидимка, что ли, если он есть? Нету его. Дурят людей. Ой, турецкий патрон, не знаю. Не могу сказать. Я уже не помню, когда последний раз вообще брал гладкоствольный патрон. Олег, ой, кился ли когда что-то экзотическое ли ели это, например, голубь, медведь, барсук, волк, едят ли это? Голубь, дикого голуба ел, голубь, медвежатину суп ел один раз, барсук нет, волк нет. Андатру ел, выдру ел, такие вот экзотические тоже. Так. Как с яйцом у вас берет или нет? Не рыбачат у нас, Исаков Роман. У нас очень много наледи на реке и вообще не ходят люди. Приветствую, смотрю последнее видео с Туланом. Тулан. Ну что с Туланом-то нашелся? А вот, ну, в следующих сериях посмотрите. Интересно будет там. Забыл спросить, у вас не появилась утки гуси, которые у вас не было? Да нет пока. Нет. Вот может и есть, но реже, да практически не, чтобы вот кто-то добывал этот с белыми сбоку, которые, как называется, казарка или что. Нет. У нас серые гуси там, белолобики, гуменники вот это стреляют, а другие нет.
Олег Елец берет у вас на века, что думаю, так это я читал, почему у вас такой акцент, если вы коренной, ком, блядь, это комьяк, и не знаю язык коми. Какой комьяк? Коренной коми надо написать, не комьяком. Я не знаю, я родился вот тут, в этом селе даже. И от чего такой акцент, я не могу сказать. Так, и что можешь рассказать про голубиное потепление? Так, глобальное потепление. У нас много больших озер образовалось. Не знаю, где-то озера образовываются, а у нас реки высыхают. Не знаю. Я только заметил, что зима на месяц, даже на 2 месяца короче стала. Потому что зима приходит позже, весна приходит раньше. И все. Вот это я заметил. Вижу уже. Выдры разве едят? Мясо не воняет. Один раз пробовал. Ну, понятное дело, он ест постоянно рыбу и, как сказать, горячее мясо, если вот отваришь, обжаришь специями, такое же мясо. Мясо и есть. Что вот вы утку добываете нырковую, и у вас с запахом моря, там запах рыбы идет, то же самое. Обычное мясо. Нет, бельчатину не ел. Не ел. Ну, в годы войны за счет белок и выжили люди. Олег, привет из Свиледи. Почему взял трицик, а не каракат? Ведь намного проходимее. Нет, ребят, Жора. Трицикла, он самый ништяк для меня. Вообще здорово. Я вообще не прогадал насчет этого. Я прям десятку попал с выбором. Вообще здорово. Легкий, везде едет. Где не проедет, я могу подтолкнуть или подтянуть. Вообще здорово. На каракате, наверное, или что там. Так, подожди. А каракат уже не для меня. Не для меня. У соседа там каракат стоит, там смотрю, на одно колесо спустил, он тоже на чурку не поставил. И возни будет там. Ой. Нет. Хороший трицикл. У снежного региона вообще здорово сделали. Вот это хороший аппарат. Вот сезон я прокатался, вообще ни разу я не сказал себе или вам, что ох, что я наделал, зачем я это купил. Ни разу. Я только каждый раз, вот дома я прихожу и жене говорю, я такое удовольствие получил от покатушек. Как же я рад, что он вообще, и Викторовна говорю, он едет везде. Вот такие вот, вот так я говорил и говорю. А не так вот, ой, блин, зачем я потратил эти деньги? Зачем я купил и не езжу там? Нет, ребят, трицикл вещь. И там писали, там не проедешь, здесь не проедешь. Везде проехал. Везде проехал, и я вам показывал через мосты, я приезжал. Лежня. Вот ты не будет вписываться там по мосту, там не проедешь. Проехал везде. Вот так ездила. Мне просто тяжелая техника не нужна. Я люблю малышей. Он стоит сейчас 100 тысяч. Но он так и был. 95, наверное, было, а сейчас подорожало, что ли, еще. Подорожает, конечно. Так,
Я думаю, Тула нашелся, так как Олег рассказывает, это с улыбкой на лице, что в следующем видео увидим. Вот посмотрите. Ну, интересно же вам будет посмотреть. Да и я уверен, будет интересно. Там потому что все настоящее, эмоции настоящие, и все по-настоящему. Вот так. Не так, что вот, скажем, были, я видео тоже видел в интернете, там собака пропала, там, но видно же по глазам хозяина, как у них собака пропадает. Ну. Ай. Пол интернета обман. Так, Александр, привет. Мама жива, да, Любовь. Акцент как у нас. Я не знаю, чему удивляться. О, бля, уже 9 час. Я кино хотел посмотреть, наверное. Буду заканчивать, ребят. Так, Олег, приобрети мототалгач, он типа хорошо поможет. Подумаю. Если что там, посмотрите, увидите. Что у меня меняется в жизни, что я покупаю или что я продаю. Там на втором канале, вот сегодня я продал куницу, я там вам озвучил. Есть зрители, которые, может быть, даже не пишут, но смотрят, там, мне писали, там, Олег, у тебя невыходная шкура, там, еще что там. Ну, проглотил я. Не выходная, так не выходная. А я-то знаю, что шкура нормальная, уже как бы в сезон уже в ноябрь, в начало ноября было, и синевы не было никакого. Я знал, что он выходной. И вот за 5000 взяли. Без придира, без ничего, нормально. Потому что нормальная шкура была. Хвост целый. Как сказать, я между глаз стрелял. И вот входной здесь, а через... И там шерстью там четко получилось, вообще пули. Не, как будто он и не из-под выстрела эта шкура была. Так. Так что подписывайтесь, телеграм-канал, под видео, под любым видео найдете ссылку или напишите мне в личку там, найдете. Будни Олега напишите в Яндексе, будни Олега в Телеграм, будни Олега Руту, будни Олега ВКонтакте, будни Олега там в Дзене, там еще где, или же на природе в коме также пишите. Все выйдет там. Я не прячусь ни от кого, все есть. Информация про меня и про мои каналы, кто хочет, найдет, без проблем. И вот это будни Олега, я всегда там выкладываю все свежее. Что-то вот сегодня я про шкуру показывал, на другой берег сходил, лось тут ходит, вот здесь через кладбище прошел. Без проблем. Все вот эти свежие новости там. В Рутуб тоже подписывайтесь, чтобы вдруг там вообще дело не пойдет в Ютубе, то в Рутубе там смотреть будете. Так, Олег, привет, классное видео у тебя. Расскажи про мотобукс, размеры гусянки. Мотоксировщик у меня 38 ширина гусеницы. И размер не помню. Это снежный регион, характеристик. Посмотрите. Сразу хочу предупредить. Если вы будете брать, как у меня, Элька, 8L, есть 9L, он уже потяжелее. Я уже все. Я 8L рассматривал и 9L. Я 9L уже на, скажем, 10 килограмм. Нет, я не буду. Я 8, полегче. Он меня понесет, увезет. И вот я катаюсь на нем без проблем. Везде проедет. Только по глубокому снегу он не едет. Бесполезно. Он вообще не поедет. А по дорогам, по бураницам, по льду, по насту, везде вы проедете. Интересно там везде между деревьев ездить.
весной вообще шикарно. 8L. Как сказать, еще для транспортировки. Как бы вот вы на Жигулях едете, там можно одному там загрузить, выгрузить, не надо никакого помощников там, не надо никакого прицепа, не надо никакой техники нанимать там. Он просто маленький, но удаленький. Элька. М-ка, он слабый, маленький совсем. Я даже не рассматриваю. Еще больше уже тоже тяжелый. А этот именно вот такой вот хороший. Вот. Но много раз уже, много видео, много обзоров я смотрел насчет мототолкача. Сейчас вот просто каждым годом все больше и больше начало больше появляться видео с мототолкачами, как они ездят. Ну, и мототолкач, едет по снегу. Еще плюс. Элька, вот как у меня, он как бы для, получается, твердой дороги, что я озвучил. А мототолкачи уже по снегу идут. Помощнее гусеницы, потяжелее техника. И Тофалар вот тоже хорошие, я смотрю. Мои подписчики лично видео отправляли. Именно вот в личку. Не так вот, что в Телеграме кто там выкладывал или еще на весь обзор. А именно вот личные там переписки есть у меня. Вот такие дела. И по моим фильмам или по другим фильмам у блогеров вы уже есть где вот посмотреть. Самое главное, что попали вы на честные обзоры. Вот это основное, главное. Вот. Я честно стараюсь показывать, не хочу обманывать никого. Я лучше честно вам расскажу про минусы все, чтобы вы знали. И плюсы тоже рассказываю. Стоит покупать трицикл или не стоит? Или альбатрос стоит покупать или не стоит? Я вам говорю, что обе техники, что вот из Нижнего региона я купил, они хорошие. Свои задачи делают. Не надо ждать, если вы купили такого малыша, и у вас, как сказать, потребность будет вот такой, вы просто убьете технику и будете пинать, зачем я взял эту технику, никуда не едет. Но вы смотрите обзоры там, спросите у блогеров, там, кто ездит на нем. И уже потом сделайте выбор правильный. Я когда трицикл покупал там, вот увидел видео, мне понравилось. Потом, что я купил? Что привезу? Маленький он будет или нет? Поедет или нет там? И потом еще я первый выезд показал, и мне начали писать этот. Но получается, в апреле или в начале мая, наверное, первое видео выезд. И я проехал, блин, так понравилось, через кусты, вот, и хуяк мне написали в комментариях. Да, поедет, конечно, земля-то мерзлая. О, а я-то задумался. Ё-моё, а может действительно так? А может там действительно по весне она, почва-то еще мерзлая? Она сейчас едет, а может там летом он не будет ехать? И сомнение у меня было, честно говорю. Сомнение-то немножко жим-жим в сердце-то. А писари-то пишут, бля, нихуя не знают, а вот пишут и пишут. И пришло сезон настоящий, лето, и как я начал ездить, и вот грязюльки, потом как будто ты должен сесть там, застрять. Он тык-тык-тык едет. Я вот так, чего себе. И вот я понял, что он проходимый и хороший. Конечно же, я только плюсы, хорошие отзывы я говорю. И всем, кто от меня не спрашивал, Олег говорит, хорошая техника? Да, хорошая. Были бы минусы, я бы озвучил минусы. А что у меня там минусы, там, я не знаю.
Где слабинка может быть, я не знаю тоже. Вот сезон прокатался, все нормально. А что дальше будет, уже вы будете смотреть в следующих фильмах. Так, так. Так, Алексей Александров, привет. Привет, Сергей Малов. Пьет Калин, привет из Воронежа. Привет, Олег, добрый вечер. Привет из Донского района. Респект, Иван, спасибо большое. Так, так, у вас прибалтийский акцент, а не коренной житель Комы. Увы, я за 2 года службы 90 с ними не о. Мгм. Так, ну, говор, знаете, вот если взять, вот если вы пройдетесь и пообщаетесь с нашего села, думаю, у многих у нас именно вот такой говор. Если поедете 60 километров от нашего села уже в ближайшее село, Сторожец так называемый, там уже по-другому совсем разговаривают. Тоже как бы вам слух уже по-другому будете слушать. Хотя они тоже комы. Ну, в каждом селе, в каждом районе вот как-то меняется вот, голос, тон. Так, так, премиум. Привет. Лариса Викторовна, Урал. Одно препятствие для 30-классник. Да, Василий. Да-да-да. Правильно заметили. Потому что вот гребет, он гребет, блин, гребет. Но вот как же, сейчас скажу. Протекторы забивает снегом, и он круглый, как мяч, становится, он шлифует. Все, не едет. Да. Цепь, если поставить, уже он попрет. Так, но я лучше не буду ездить на этом. У вас прибалтийский акцент, но так, это я читал. Все хорошо, если тебе техника тебя устраивает, нравится, а это главное. Так и есть. Внешне похоже на моего отца, к сожалению, его уже нет. Визяба же тоже Короткоровского района. Понял. Привет, Василий. Блять, куда я нажал? Так, Василий, привет. Забавно, что вы супругу называете Викторовна, хотя вы еще относитесь не возрастной. Ну, это просто уважение, привычка, я не знаю. Это я говорю в основном, когда на людях незнакомых или еще вот в своих фильмах. А так дома Лариса, Лариса, обычное имя, Лариса всегда постоянно. Не буду же Викторовна, давай поужинаем, или Викторовна, давай на улицу сходим. Нет, конечно же. Лариса. Так, поездка возле... Так, 90 тоже акцент был бригады с Эстонии, Макс. Так, сколько пробег на Буране, цепь не подумаешь. Нет, менять ничего не стану. Зачем двухрядный на трехрядный там ставят? Но работает и работает. Зачем его трогать? Пока работает, ничего не надо трогать. Так, а правда, что поселок Визява переводится как полосатый хвост? Если да, почему так? Ну, я не знаю, от чего это Визя Бож, но переводится, да, полосатый хвост. А от чего такое название, я не могу сказать. Олеж, привет охотнику, привет, Сергей, Олег, добрый день. Давайте, ребят, больше не пишите, я хочу кино смотреть. Так, привет, всем привет. Сейчас ВК-видео нормально работает, сейчас модерации пока не скажу, но план удобства нормально. Так, как трикик по дороге идет, ведь обычно в центре дороги или канава, или ямы, там везде проедешь там. Смотря какая колея, смотря какая яма, там научитесь. Легко. Ой, управление легко. Прям вообще здорово.
Вообще, пятилетний ребенок сядет, поедет, спасибо скажет, что дали вы покататься. Вообще здорово. Везде вписываетесь. Вот для примера, вот УАЗик ездил, вот УАЗик ездил, вот колея, две колеи. Вы между этих двух колей, вот что вот остается, там вы проедете, влезаете хорошо. Четко. Так, угораешь, что ли, по глубокому снегу, по асфальту, что не езди, скажи, сколько раз... Так, блядь, куда он? Так, сколько раз в прошлый сезон ты разбирал, перевозил его в машине? Зачем я перевозил в машине? Получается, потому что у нас от нашего села до Бураницы 4 километра. И в лесу снег лежит, а здесь получается, как же, грунтовка, снег уже растаял. Поэтому я загружаю машину, еду до Бураницы, там выгружаюсь и еду дальше. По асфальту. Езжай по асфальту, если хочешь, без проблем. Я имею в виду по Бураницам ездить, по накатанной дороге. Я имею в виду именно по дороге, по зимнику там бывает, там в лес вывозят, по льду, по насту. Блядь, я не знаю, как еще объяснять. А что значит для тебя плохая техника, если на автомобиль Лада говоришь, это самая лучшая машина? Так, а что значит для тебя плохая техника? А чем плохо автомобиль Лада? Чем он хуже? Вот сравнивают с дорогими иномарками. Зачем сравнивать? Мне лично нравится Лада. Я доволен своей машиной. Так, говорит, привет, Татьяна, привет. Я в ноябре сильно мокрота, ходила тяжело. Вообще вирусы сейчас жесткие какие-то, вообще очень тяжело болеют люди. Ты где живешь? В коме? Говорит, привет, Карел. Привет. Так, привет с Польши. Так, больше не пишите, ребят. Все, я кино смотреть пойду. Хоть часик еще успею, 1,5 часа посмотреть. На НТВ смотрю сериал. Так, а к вам ходят автобусы только лет 20 назад? Да, ходили. И сейчас у нас предприниматель с нашего села автобус тоже держит. Так, диалектов в республиках много. Угу. Так, Олег Зенбре. 79. В следующей серии посмотрите продолжение. Так, Павел, привет. Автобусы и сейчас ходят. Да. Все, ребят, все, хватит. Все четко. Давайте, не буду уже больше. На какой школьник-то? Привет, пиши по-русски, а не как школьник. Так, давайте, я смотрю первый отдел на НТВ. Да, первый отдел. Я вот это и хочу тоже смотреть. Все, всем большое спасибо за ваши просмотры, за все хорошее, за лайки, за поддержку. Обязательно подписывайтесь в телеграм-каналы. Под любым видео зайдите, в описании найдете координаты. И по возможности, как смогу, зайду, там поболтаем еще. Хороший стрим получился, на мой взгляд. На ваши вопросы, как смог, ответил. И смотрите дальше мои фильмы. Без вас, ну никак. Только с вами вместе еще что-то будем снимать, какие-то видео, походы. Планов много еще, куча. И посмотрим, что, как жизнь пойдет, как жизнь. Ничего не знаем, что будет завтра или через месяц, через 10 лет, хрен его знает. Давайте, всем удачи, всем пока, мира, здоровья, не болейте. И больше ставьте Олегу лайки. Пока-пока. Как вот потом это выключить, вот я это не знаю, ребят.